туда вошли, на мой взгляд, редко исполняемые песни, инструментальная музыка крымских татар, вот такие, например, «Томалах Тавшан», «Кидым Чарахларам». Я постарался их гармонизовать, учитывая специфику крымско-татарской музыки, ладовую сторону, метаритмику. Вот. И думаю, что этот сборник будет весьма полезен, ну, прежде всего, наверное, нашей учащейся молодежи. Я сейчас говорю о тех, кто учится в музыкальных школах, в музыкальных училищах, да и просто для домашнего музицирования, для того, чтобы лучше знать свою традиционную музыку. Вышедший сборник – это во многом отклик на те пожелания, которые были выражены музыкантами, родителями детей, которые учатся в музыкальных школах, в музыкальных училищах. Этим сборникам все предшествовали работы моих коллег, композиторов. Это Мирзия Халитова, ее фортепианные сборники, Эльвира Эмир, фортепианные сборники, Назим Амедов. Вот. Я думаю, что со временем нам можно будет говорить о создании своей фортепианной школы. Это многолетний мой труд, он называется «Хранон Иерли музыкаса». В переводе на русский язык это звучит приблизительно так: «Музыка крымской земли». Значит, это действительно большой сборник получился, почти по 1000 страниц. Вот, туда вошли образцы крымско-татарской музыки, начиная с ханского периода, это конец 16-го, начало 17 века, и по 20 век. Вот те образцы инструментальной и вокальной музыки, которые были созданы нашим народом уже в 20 веке.